Здравствуйте! В эфире программа «Безопасность превыше всего» и я ее ведущий Акжанов Марат. Сегодня мы поговорим о соблюдении мер пожарной безопасности при использовании электроприборов и офисной техники. В повседневной работе многие действия кажутся привычными и не вызывают настороженности. Компьютер, принтер, чайник, зарядное устройство, обогреватель, удлинитель – все это используется каждый день и воспринимается как обычная часть работы. Но именно такие привычные приборы при отсутствии контроля могут стать причиной возгорания. Причинами пожара могут стать оставленные под напряжением компьютеры и оргтехника, неотключенные чайники, зарядные устройства, неисправные розетки, перегруженные удлинители, поврежденные провода, а также отсутствие контроля за электробезопасностью в нерабочее время. Особое внимание нужно уделять окончанию рабочего дня и завершению рабочей недели перед выходными и праздничными днями. Именно в это время помещения остаются без постоянного присутствия работников, а значит, любой оставленный включенным электроприбор, компьютер или участок сети может предоставлять повышенную опасность. То, что в обычный рабочий день может быть замечено и устранено своевременно, в выходные и праздничные дни способно привести к задымлению, пожару, повреждению имущества и угрозе жизни и здоровью людей. Поэтому нужно перед уходом убедиться, что компьютеры, мониторы, принтеры, копировальная техника, электрочайники, зарядные устройства и другие электроприборы отключены от сети, а в помещениях не осталось без необходимости включенного оборудования. Особый контроль требуется в кабинетах, комнатах отдыха, бытовых помещениях, постах, вагончиках и иных местах, где одновременно используются несколько электроприборов, удлинителей, сетевых фильтров или временных подключений. Пожарная безопасность начинается не в момент возгорания, а значительно раньше, с внимательности, дисциплины и правильного завершения рабочего дня. Отключенный компьютер, вынутое из розетки зарядное устройство, обесточенный чайник и проверенное помещение – это простые меры, которые помогают избежать серьезных происшествий. Если вы заметили признаки возгорания, запах гари, искрение, дым, перегрев оборудования или другие признаки аварийной ситуации, необходимо прежде всего сохранить спокойствие и оценить обстановку, определить источник опасности, понять масштаб возгорания, наличие дыма и угрозу людям. Если обстановка позволяет, действовать необходимо по возможности и сразу обесточить оборудование и отключить автоматический выключатель в щитке электроприборов. После обесточивания следует без промедления сообщить о случившемся диспетчеру по телефонам 0112 и 5222, указав место происшествия, характер возгорания и наличие либо отсутствие угрозы людям. Если возгорание небольшое и имеется возможность действовать безопасно, допускается приступать к тушению первичными средствами пожаротушения. Электрооборудование до 1000 вольт – это офисные и бытовые помещения. Допускается тушить порошковым огнетушителем. Электрооборудование до 10 киловольт, такие как электроустановки, силовое оборудование, трансформаторные подстанции и так далее, только углекислотным. При этом нельзя подвергать себя риску, приближаться к очагу возгорания при сильном задымлении или пытаться ликвидировать пожар в условиях, когда ситуация быстро развивается. Если огонь усиливается, в помещении становится больше дыма, есть риск удара током, или справиться с возгоранием своими силами уже нельзя, нужно немедленно прекратить тушение, предупредить людей рядом и выйти из опасной зоны и пройти к месту сбора. После выхода из опасной зоны нужно ограничить допуск посторонних и дождаться дальнейших указаний ответственных служб. Не рассчитывайте на то, что неисправность обойдет стороной, а оставленный прибор ничего не сделает. Пожар очень часто начинается именно там, где опасность недооценили. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, ведь безопасность – это не просто формальность. Безопасность – это то, что мы выбираем каждый день.